Добрый день, дорогие телезрители! А с вами, как всегда, Лада Матвеева и, конечно же, передача «Достояние». Сегодня мы идем в гости к учителю русского языка и литературы, к ведущей программы «40-е роковые» и ряду других передач канадского телевидения, к Светлане Петровне Рассадниковой. Здравствуйте, Светлана Петровна. Вы родились в семье военнослужащих. А откуда вы родом? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я родилась в Германии, в городе Дрезден. Мама и папа, они из Чувашии. Папа из Козловского района, мама с Аликовского района. Ну вот с 56-го года я проживаю в Канаше. А как ваши родители попали в Германию? Их направили после окончания Великой Отечественной войны. Значит, они выполняли секретную работу. Они рассекречивали архивные материалы, которые были предоставлены нашей разведкой. И задача у них была одна. Нужно было установить, кто в годы Великой Отечественной войны работал на немцев, на врагов. Очень интересно. А где проходило ваше детство? Детство мое проходило, значит, вот до 5 лет в Германии, а потом мы приехали в Чувашию, потому что обстановка в Германии была очень сложной в послевоенное время, и несколько раз меня пытались украсть. Да, это очень тревожило моих родителей, и поэтому настойчиво они добивались разрешения выехать в Союз. И, наконец, разрешение получили и вернулись на родину. Жила в деревне, пока не было жилья, а где-то в 1958 году мы уже переехали в Канаш. Папа работал в органах. Мама у меня педагог по образованию, но после возвращения из-за границы она сменила профессию, работала на железной дороге. В какой школе вы учились? Я выпускница 2-й школы. Там был замечательный коллектив педагогов. Педагоги были очень сильные. Знаешь, Ладочка, до сих пор я решаю задачи по химии, в пределах 9 класса, задачи по физике, по алгебре, по геометрии. Вот посуди сама, какие знания нам давали учителя 2-й школы. Я вспоминаю с благодарностью всех учителей 2-й школы. Жаль, что ее сегодня нет. Там дом детского творчества сейчас. Вот какая-то ностальгия по этой школе, она осталась. Да. Мы знаем, что у вас были удивительные отношения с вашей первой учительницей. Как это было? Моя первая учительница Евдокия Леонтьевна Синицына. Кстати, ее супруг был первым директором Краеведческого музея. Но, к сожалению, она нас не доучила. Рано ушла и продолжала работу с нами Меркурьева Ольга Ильинична. Тоже замечательный педагог. Мы ее все называли мамой. Вообще мы, дети послевоенного времени, к учителям относились очень трепетно. Мы, наверное, их воспринимали не столько как учителей, а как школьных мам. И я помню, мы маленькие бегали за учителями и кричали «Мама, мама!». Еще в школе у вас была заветная мечта. Осуществилась ли она в будущем? Что касается мечты, Ладочка, тут все было очень непросто. Я мечтала стать режиссером. Мне очень нравилось писать сценарии, вести какие-то мероприятия. Но судьба сложилась так, что я поехала поступать в театральный институт. Над Чувашским театром шефствовал Ленинградский театральный институт. И мы должны были сдавать экзамены в здании Чувашского драмтеатра. Получилось так, что в это время там были гастроли Горьковского академического театра, и нас отправили сдавать вступительные экзамены, не основные, как-то литературу, русский язык, педуниверситет. Я сдала экзамен успешно, на отлично, а потом, я не знаю, как это получилось, но я осталась в пединституте, проучилась месяц, и в институт пришел главный режиссер Чувашского драмтеатра Борис Семенович Марков. И, он сказал, что я должна ехать на учебу в Ленинград.
Я девчонка из провинции, очень домашняя. Меня это напугало. Это так далеко от дома. Как я буду жить без семьи, без мамы? Я осталась в пединституте. Но я нисколько не жалею, потому что я думаю, что педагогика – мое призвание. Я нашла себя на этом поприще. Вот так вот случилось в жизни. Но тяга к режиссуре, она мне помогает. Даже, например, вот режиссировать урок. И потом, значит, наверное, именно вот это желание как-то вот себя проявить, вести мероприятие. И привело меня когда-то на наше канарское телевидение, где я проработала в качестве корреспондента внештатного 10 лет. И вела 2 передачи. «Поэтический портрет» и «40-е роковые». Светлана Петровна, расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших передачах. Валентина Анатольевна Бурлакова пригласила меня вести передачу «Поэтический портрет». И я думаю, это не случайно, потому что я сама пишу стихи, сама сочиняю музыку и сама пою. И я приняла ее приглашение. И так я начала вести передачу «Поэтический портрет». Поставила себе цель найти талантливых людей, вот именно из низов, из народа. И вы знаете, это были интереснейшие встречи. Я вспоминаю, значит, Хабибуллина Ильдара. Это воин-афганец. Вы знаете, настолько проникновенной была эта передача. Она вызвала неподдельные слезы. Слезы были и у меня, и у Ильдара, потому что он рассказывал о том, что пришлось пережить 19-20-летним нашим парням. Он рассказывал о том, как, сжав зубы, они хоронили своих товарищей. Незабываемой была передача с преподавателем физкультуры школы-интерната Федоровым Николаем Ивановичем. С глубоким волнением он говорил о том, с какой болью, скорбью они провожали черный тюльпан. Он говорил о том, что каждый бой – это были потери. И он говорил о том, что хранить друзей по оружию было очень тяжело. И, наверное, под впечатлением, Ладочка, вот этих встреч у меня рождались стихи. «Велика ты, земля, велика, над тобой пролетели века, но уверена, мест не найти, где бы русские не полегли. Трудно счастье дается поныне, но не сломят удары судьбы. Не хочу я, чтоб на чужбине погибали наши сыны». С большой теплотой я вспоминаю наш коллектив, первый наш коллектив. Ираида Андреевна Дрожина, она для нас была идеалом. Мы все стремились в чем-то подражать ей. Она вела передачу «Надежда». «Надежда» на чувашском языке, Надежда Викентьевна Максимова. Очень интересная передача была «Светлица». Ее вела Светлана Юрьевна Иванова. Вообще у нас был очень хороший коллектив, удивительно теплые отношения были у нас в студии, и мы всегда помогали друг другу. Вы поступили в пединститут. Как проходила ваша учеба там? Было очень интересно. Я училась на филологическом факультете. Мы увлекались театром. Это было что-то неповторимое. Дальше мы ходили на каток, катались на коньках. Мы допоздна засиживались в читальном зале. Мы все были книгачеями. Кроме того, у нас хватало времени и на художественную самодеятельность. Я в течение нескольких лет была солисткой эстрадного ансамбля троллейбусного управления и дважды была лауреатом Чувашии. Вот так проходила наша учеба. Кроме того, в семье были трудности материальные. Папы не стало, а нас было в семье 4. Нужно было помочь маме. И я устроилась на работу на электроаппаратный завод. Мы с подружкой работали на электроаппаратном заводе, мыли цех. Цех был большой, был исключительно мужской, но удивительные люди там работали. Во-первых, я хочу вспомнить начальника цеха. Он был пожилой человек. Помню, в первый день, когда мы пришли на работу, он собрал весь коллектив и сказал: у нас работают молоденькие девушки. Если только я замечу
ваши недобрые взгляды, грубое отношение к девочкам, вы будете иметь дело со мной. Мы к нему относились как к отцу. И коллектив действительно нас принял. Нам помогали. Воду приходилось носить издалека. Ребята по очереди дежурили, приносили нам воду, мы мыли. И так нам тоже хотелось, чтобы у них было уютно. И знаешь, перед праздником 23 февраля мы с подругой решили отмыть цех полностью, пол был не крашеный. И мы решили, значит, в воду, наверное, столько бухнули вот этой соды, что утром приходим, начальник цеха нас вызывает и говорит: девочки, вы что за Антарктиду мне устроили? Цех белый-белый от соды. Ну, опять отмывали всем коллективом. В общем, я вспоминаю с добром людей, которые окружали меня в юности, в годы учебы в институте. Конечно, ректор у нас был замечательный. Кстати, ректор был учеником моей мамы, Марков Анатолий Семенович. Удивительный декан у нас был, Чернов. Он к нам относился вот именно как к своим детям. Всегда интересовался, как нам живется в общежитии, какие проблемы нас волнуют. И преподаватели были замечательные. Например, курс «Советская литература», тогда так назывался курс, вела Бройтман Белла Абрамовна. Это была удивительная женщина. Она была эвакуирована в годы войны из Ленинграда. Мы ее все обожали. Она была очень требовательная, но благодаря ей мы очень хорошо знаем литературу и полюбили литературу. Вы красиво поете и даже пишете свои песни. Расскажите о вашем творчестве. Да, это, наверное, мое увлечение очередное. Я пишу стихи, сама сочиняю музыку, хотя я не музыкант по образованию. И интересно, у меня слагаются мелодии. Я ноты знаю, но ноты я не расписываю. Каждую мелодию я держу в голове. И потом обращаюсь к профессиональным музыкантам, и они мне помогают. Мои песни о любви, конечно, о школе, об одноклассниках, о природе. И был такой случай. Однажды в Канаш приехал молодой человек. К сожалению, я забыла его фамилию. Он был из Москвы. Каким-то образом он прознал про мои песни. И мне предлагал солидную сумму, чтобы я отказалась от своих песен. Значит, было такое условие. Я отказываюсь, он лишает меня авторства, но взамен я получаю большой гонорар. Я тогда ответила следующим образом. То, что я пишу, это отражение моей души. Это не продается. Вот такая была история. Но я создала ансамбль «Ностальгия». Он успешно выступал. Мы много ездили по Чувашии. Я писала песни для солисток нашего ансамбля «Ностальгии». Таня Крутькова, вспоминаю ее с теплотой, к сожалению, тоже рано ушедшая. Она выступала с моими песнями в лагерях, встречалась с заключенными, и она всегда говорила, что песни мои очень нравятся, потому что они напоминают о домашнем очаге, о тепле, об уюте. Сейчас, конечно, этот ансамбль распался, но есть передача, которую я снимала, поэтический портрет, «Ностальгия» у меня в гостях. А что вас вдохновляет писать песни? Можно, Ладочка, я отвечу стихами. Вновь весна в подвенечном наряде, ароматом тянется окрест. Все разумно и просто в природе, красота эта не надоест. Утонули в белом кипенье яблони, вишни в саду, дарит весна вдохновенье, окрыленной по ней иду. Вот вдыхаю я грудью полной аромат обновленной земли, вновь себя ощущаю влюбленной, оттого и ложатся стихи. Мудрый человек сказал, только влюбленный имеет право называться человеком. Мое обычное состояние – это состояние влюбленности. Вот я просыпаюсь утром, я влюблена в жизнь, я влюблена в это утро. Независимо от того, какая погода, я включаю приемник, я танцую обязательно, делаю зарядку. И вот таким образом я вдохновляюсь на добрые дела.
А продолжаете ли вы сейчас писать? Да, продолжаю. Буквально вчера, представляешь, я написала стихотворение. Не могли бы вы прочесть свое последнее стихотворение? Вот опять золотой листопад, увиданье кричащий наряд, а на сердце легкая грусть. Прожит день, я в него не вернусь. Надо мной бесконечный простор, журавлей улетающий хор. Что же так мое сердце щемит? Понимаю я, жизнь — это миг. Осень в детстве, в юности осень, и высокого неба просень. Манит тайна светлой мечты, ожидание счастливой судьбы. Но приходит зрелости осень, и у Бога здоровья мы просим. Вдруг поблекнет цвет юных глаз. Ах, как жаль, не щадят годы нас. Кружит осень листву золотую, как волнует она и чарует, ведь ее очень Пушкин любил, с вдохновением в пору эту творил. Был взволнован ею Есенин, и родился он в день осенний. Вот напротив опавший клен в золотую березку влюблен. Как грустит золотая роща, летом было весело, проще, а сейчас подвластная ветру, он несет ее листья по ветру. Все в природе судьбой моей схоже, я на клен на опавший похожа. Только с мудростью все принимаю, понимаю, благословляю. Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, о своей педагогической деятельности. Много ли, мало ли, на будущий год исполняется 50 лет моей педагогической деятельности. За это время через мои руки, если можно так сказать, прошло более 2000 учеников. И самое интересное, у меня не было нелюбимых учеников. Я всех безумно любила. Многих помню. Среди моих учеников много талантливых людей. Есть кандидаты экономических наук, ветеринарных наук, химических наук. Много последователей. Значит, зауч 6-й школы Евгения Александровна Лобова, моя ученица. Глава города Константин Андрей Николаевич, мой ученик. Мои бывшие ученики трудятся в городской больнице. Я горжусь своими ребятами, потому что это мое продолжение. И я всегда думаю, значит, я не зря пришла в этот мир, не зря я пришла в школу, потому что я не могла быть равнодушной. Я всегда отдаю частичку своего сердца своим детям. В этом году из-за пандемии я не смогла по-настоящему проститься со своими выпускниками, с 11 классом. Но представляешь, Ладочка, они, мои выпускники, написали мне письма, вот я их держу, эти письма, и опустили в почтовый ящик. Я перечитываю эти письма, они греют мне душу. Раз уж вам ученики не смогли выразить слова благодарности лично, сейчас я хочу зачитать письмо выпускника Осиповой Миши. Любимая и дорогая Светлана Петровна, я хочу поблагодарить вас за все те минуты и часы, которые вы проводили с нами, за все то время, которое вы уделяли нам, несмотря ни на что. Вы все делали для того, чтобы сделать нас хоть чуточку умнее и образованнее, и за это я хочу сказать вам огромное спасибо. Хочу пожелать крепкого здоровья и сил. Еще хочу сказать, что вы ко мне можете обратиться в любое время, буду помогать вам, с чем смогу. Спасибо вам, что вы были рядом. Мне не будет хватать ваших уроков. Я вас очень ценю и уважаю. Вы самый лучший учитель. А сколько у вас было выпускников? И все ли написали такие письма? В этом году было 19 выпускников. И все они написали письма. Это и Краснов Артем, это Шилов Данил, Илья Федотов, Анечка Алексеева. Кстати, 3 сестрички Алексеевых учились в одном классе. И все они тоже написали. Николаева Полина. Кстати, Полина сейчас учится на филолога в Ульяновском университете. Вот недавно приезжала, очень довольная. Пошла по моим стопам. Ангелина Алексеева, Юлиана Николаева.
В общем, все написали вот эти письма, я их перечитываю, они трогают меня до глубины души. И они убеждают меня в том, что все-таки я, наверное, не ошиблась, что не поехала в Ленинград на режиссерские курсы, а стала педагогом. У вас интересная система обучения в лицее. Есть гендерные классы. Расскажите об этом. Да, у нас действительно гендерное обучение. Знаешь, Ладочка, я считаю, что это оправдывает себя. Я, например, работаю исключительно с мальчиками. Свой класс у меня 6-й. 25 мальчиков, я их безумно люблю. Они очень разные, шаловливые. Бывает, что они меня, конечно, очень расстраивают, но я им все прощаю. И в этом году мне дали другой класс, тоже исключительно мальчики, 27 мальчиков. Я их тоже обожаю. Значит, основная задача моя, как педагога, работающего с мальчиками, вот именно мужское начало заложить в них. Потому что у женщины и мужчины разные предназначения на земле. И я считаю, то, что в нашей школе открыты такие классы, это здорово. Конечно, работать непросто, сложно. Это требует определенного опыта, но мы учимся. Вообще, человек всю свою жизнь должен учиться. Товарищ учитель, класс к уроку готов. Головнев Владимир. Если ты хочешь судьбу переспорить, если ты ищешь отрады цветник, если нуждаешься в твердой опоре, выучи русский язык. Мы знаем, что в нашем городе есть места, связанные с вашим именем. Расскажите о них. Да, действительно, Ладочка. Есть несколько мест, которые связаны с моим именем. Прежде всего, я хотела бы назвать сквер афганцев. На постаменте, на котором стоит БТР, высечены слова из моего стихотворения, которое я посвятила Володе Наумову, выпускнику школы номер 6, погибшим в Афганистане. В далеком Афгане полег, остался навечно юным, солдатски исполнив долг. Это, конечно, аллея елок перед голубых елей у Дворца культуры. Это березовая аллея перед 6-й школой. Интересно, вот эту березовую аллею мы посадили с ребятами после вечера, посвященного Сергею Есенину. Ведь любимое дерево Есенина – это береза. И мы посадили эту аллею. Эти березы выросли уже. Раньше на них были таблички с именами ребят, которые посадили эту березу. Сейчас уже эти таблички сняты, конечно. Ну и, конечно, елочки голубые перед зданием 10-й школы. Это мы посадили с моим выпускным классом. Они тоже растут сейчас. А вы помните какие-нибудь забавные истории из вашей школьной жизни? Ладочка, их было столько смешных историй. Я помню, давала урок открытый, часто приходилось давать открытые уроки, причем приезжали учителя со всей республики, приезжали из института образования. И вот очередной урок литературы даю в 6 классе, стихотворение Кольцова «Косарь». Разбираем стихотворение, все разобрали, все языковые средства. И вдруг одна девочка, умничка, поднимает руку и говорит: «Светлана Петровна, а вы забыли одно сравнение». Думаю, боже мой, вроде бы все разобрали. Я говорю, да, наверное, я не заметила. Я говорю, а какое? Она говорит, старый хрен. Я говорю, а где здесь сравнение? Она говорит, так старик же сравнивается с хреном. Ну, конечно, все сидящие в классе упали. 6-я школа. Идет урок открытый. Много представителей разных школ, представителей республики. Класс полон. Дышать нечем. И разбираем рассказ Шолохова «Нахаленок». И вот один мальчик у меня был слабенький, но он так хотел показать свои знания, что он прочитал этот рассказ. И вот он тянет руку и говорит: а Минька воровал яйца. И мне тут вздумало задать вопрос: яйца чьи? И он мне отвечает: яйца дедулины.
Вместо того, что яйца, хохлатой курицы. Ну, конечно, опять все очень смеялись. Но зато этот мальчик получил такое удовольствие. В перерыв, когда закончился урок, он бежит ко мне, его классный руководитель, говорит: Светлана Петровна, что там произошло? Я говорю: а что такое? Вот, говорит, пришел он и говорит: так замечательно я ответил. Все смеялись, а Светлана Петровна смеялась до слез. Вот такие случаи бывали. Много было всего интересного. А где вы печатались? Ну, ладно, я, наверное, тут должна сказать о человеке, который меня сподвиг на это. Это народный писатель Чувашии Михаил Юхма. Мы с ним встречались в Чебоксарах. Я очень робко протянула ему свои стихи. Он их прочитал. Потом была минута молчания. И он меня спрашивает: вы пишете на русском языке? Я говорю: в основном да. А вы владеете чувашским языком? Я говорю: да, владею. Ты понимаешь, я приехала из Чебоксар, такая окрыленная, и написала несколько стихотворений на чувашском языке. И именно он меня убедил в том, что нужно делиться с тем, что происходит в душе. В основном, Ладочка, я печаталась на страницах газеты «Канаш». Почему? Потому что считала, что я не доросла до более авторитетных печатных изданий. Потому что это ведь просто мое увлечение, хобби. И мне казалось, что я не пишу профессионально. И соревноваться с поэтами, которые с мировым именем, с громкими именами, мне просто как-то было, наверное, неудобно. Поэтому я печаталась на страницах нашей газеты «Канаш». Но, тем не менее, в Тольятти вышла моя книга стихов. Это был 2010 год. Эту книгу мне подарили мои дети к моему юбилею. Но иногда хочется, конечно, новую книжку издать, но всегда ловлю себя на мысли, а достаточно ли это профессионально. И поэтому это меня сдерживает. Я думаю, что это стихи, которые прошли через мою душу, через мое мировосприятие, мировоззрение. И думаю, а может, это людям не интересно, пусть это мое останется со мной. Нет, ваши стихи прекрасны, мне кажется, они интересны многим. Спасибо. Светлана Петровна, вы перешагнули солидный рубеж педагогической деятельности, 70 лет. Какие качества вы считаете главными в человеке? На первое место я ставлю, конечно, человечность, порядочность. Я думаю, что человек всегда должен уметь постоять за себя, всегда должен иметь свое мнение. Я никогда ни перед кем не лебезила, я никогда ни перед кем не заискивала, всегда достаточно смело и открыто высказывала свою точку зрения. Вот, в общем-то, я думаю так, с высоты своих прожитых лет. А что касается педагога, я ставлю во главу угла любовь к детям. Потому что если учитель не любит детей, это случайный человек в педагогике. Все начинается с любви. Да. И потом, конечно, профессионализм. Светлана Петровна, спасибо вам большое за это замечательное интервью. Успехов вам и творческих побед. Спасибо большое, Ладочка. Пользуясь случаем, я хочу поздравить все педагогическое сообщество города с прошедшим днем учителем, всем педагогам пожелать творческих взлетов, одаренных, хороших детей. И, конечно, я бы хотела обратиться к сильной половине человечества, уважаемые мужчины. Вы знаете, школа ждет вас, дети скучают по вам. Приходите, пожалуйста, в школу. Вот и подошла к концу наша передача. Светлана Петровна не только прекрасный собеседник, но и невероятно творческий человек. Благодаря ей мы узнали много нового, интересного и познавательного. А с вами была Лада Матвеева и программа «Достояние». До новых встреч!